Две нетрезвые компании подрались в одном из баров на улице Серб и Молот. Затем один из дерущихся похитил у девушки мобильный телефон и скрылся. Именно такую историю пострадавшая рассказала прибывшим на место полицейским. Подозреваемого, на которого указала заявительница, задержали, но мобильного у него при себе не было. Подробности ночного конфликта в репортаже Нафисы Минязовой. А почему вы в крови? Потому что меня побили. На мужчине, которого задержали, была разорвана рубашка, белая ткань была покрыта пятнами крови. Он пытался объяснить полицейским, что никого не бил, сам тут жертва, поэтому и садиться в патрульный автомобиль категорически отказывался. Я не Человек-паук, садись. Донести свою позицию он пытался не только словами, причем, как правило, нецензурными, но и силой, и сопротивлялся, когда на него вновь надевали наручники. Вы кого цепляете? Я не могу понять. Это больно. Ты, честно, вы чё? Если вам дали власть, это не значит, что вы должны... О том, что две нетрезвые компании устроили драку, рассказала сотрудница бара, в которой и выпивали мужчины. Слово за слово, они же мужики, выпившие. И они резко все ушли. Я не покидала место. Потом уж в конце я вышла, крики, когда слышала. Затем она же и вызвала полицейских. Прибывшие на место стражи увидели рядом с баром девушку, которая сообщила, что у нее украли дорогостоящий телефон. Девушка, я не хочу ничего говорить. Ну вы в драке, может, участвовали? Нет. А вы знакомы с ним? Нет. Вместе с ней полицейские стали искать подозреваемых, и на улице Сардара Ваисова обнаружили одного из них. Девушка сообщила, что именно он похитил у нее телефон. Однако при мужчине краденого не обнаружили. Задержанного доставили в отдел полиции. Тем временем стражи порядка объявили перехват и пытались выйти на след остальных дебоширов. К слову, камеры наружного видеонаблюдения в баре работали, и, возможно, злоумышленник, укравший телефон, попал в объективы. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.